У Бексултана детский церебральный паралич. После 5 сложных операций он смог передвигаться самостоятельно. Как только появилась возможность, мальчик начал посещать уроки, которые проводит Союз равенства инвалидов. Он хочет развиваться, как его сверстники. В обычной школе Бексултан чувствует себя нежеланным гостем. Когда я лежал дома, то ничего не знал, но папа всегда научился считать и писать. Больше меня никто этому не учил. Раньше был стеснительным и прятался у себя в комнате. В этом классе занимаются 16 детей с ограниченными возможностями, некоторые из них даже разговаривают с трудом. Каждому ребенку преподаватели ищут особый подход. Для Ольги это обычные дети, и она считает, что их способности нужно просто развивать. На занятиях молодой преподаватель старается привить детям мысль, что они полноценные, и их физические недостатки никак не должны мешать обычной жизни. Вот сейчас они занимаются в данный момент аппликацией. Они берут пальчиками очень мелкие детальки. А говорят, что у нас речь наша зависит от того, как развиты у нас пальцы. Вот поэтому этим детям обязательно нужно заниматься чем-то вот таким вот мелким. Сегодня последнее занятие. Руководитель проекта Анжела Калимова довольна результатами, сравнивая рисунки первого и последнего уроков. Такие закорючки дети выводили раньше, а вот эту рыбку и домики они научились рисовать по окончании проекта. Я думаю, что такой проект, он, конечно, очень нужен, потому что видно налицо, какие изменения произошли с детьми. Они стали гораздо более общительные, они стали более раскованные, и они легче уже идут на контакт, чем, например, в самые первые дни занятий. Школа творчества за этими стенами проработала всего год, на большее не хватило средств. Теперь организаторы пытаются найти новых спонсоров, чтобы продолжить обучение еще 140 каракольских детей с ограниченными возможностями. Энтузиасты хотят сделать курсы более долговременными, чтобы дать ребятам шанс жить более полноценно.